Квитанция была получена в почтовом ящике. Маркус Лейба – пенсионер. Всю жизнь прожил в 58-м доме на Восстания. Эту квитанцию обнаружил в своем почтовом ящике. Судя по тексту, ему предлагалось заключить договор на обслуживание газового оборудования с фирмой «Газсфера». Цена вопроса – 1700 рублей. Мужчина заподозрил неладное. Говорит, такие рассылки в их доме не редкость. Обратился в прокуратуру. За техобслуживание газа мы оплатили. Лично я оплачивал. И вот я начал в них, вот так вот ее развернул, смотрю, значит, предложение об оферте. Ну, я тут же взял телефон и позвонил диспетчеру Горгаза. В ответ я получаю такую информацию, что, ну, если вы, так сказать, хотите все выяснить, обращайтесь в прокуратуру. Такие квитанции получили все жители этого дома. Антон Сумин говорит, платить не собирается. Он уже сталкивался с подобными ситуациями. Так к нему пришли прочистить вентиляцию, и он заплатил мастерам 8000 рублей. По факту выяснилось, это были мошенники. Я такие обычные квитанции не оплачиваю, что, ну, по крайней мере, в таких случаях я как-то обращаюсь либо к квалифицированным специалистам. Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с компанией, номер которой указан в квитанции. Сотрудник отказался представляться, но рассказал, это предложение заключить договор с новой организацией для обслуживания газового оборудования. И пояснил, 1700 рублей – это оплата за год. Каждый житель дома решает сам, заключать соглашение или нет. То есть, если у человека, вот он оплатил, не подумав или плохо прочитав, да, но у него есть уже договор. То есть, соответственно, человек хочет вернуть свои денежные средства. Ну, разумеется, мы их возвращаем, почему мы должны удерживать. Это ведь человека, это решение человека. Он хочет, он как бы с нами заключает договор. Не хочет, не заключает. Те, кто уже оплатил счет, невнимательно прочитав документ, могут получить свои деньги обратно. Нужно написать заявление в компанию «Газсфера». За разъяснениями ситуации мы обратились в «Газпром-Трансгаз Казань». Они всегда обслуживали этот дом. Здесь рассказали. Обращение от жильцов 58-го дома на Восстания они получили. И посоветовали внимательно изучать документы, прежде чем заключать договоры и оплачивать счета. Если поступают подобные квитанции, нужно сначала внимательно изучить их, прочитать, что там написано. Если у вас возникли вопросы, можно позвонить в наши структурные подразделения. Телефоны есть на каждых наших квитанциях. По факту получения таких квитанций правоохранительные органы начать проверку не могут. Нет заявлений. Если поступят, то силовики займутся расследованием. Иван Сарафанов, Данил Филатов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.